Нас здесь пятеро. Пятеро. И мы все улетаем в один день в Читу. Билет стоит 6250 рублей. Мы все купили на один рейс. Благодаря вам, вашей поддержке. Мы улетаем из Якутска в Читу 7 ноября. Очень ранним рейсом. Всем вот нашим маленьким отрядом, 5 человек, плюс совсем-совсем маленький, который еще только зародился, которому от роду может быть месяц, как говорится, да. Улетаем. Решение принято, билеты куплены. Ваша поддержка, ваша помощь помогла. Сначала мы хотели только с Игорем вдвоем. Потом поступали переводы, и появилась возможность Сергея Тихого тоже вместе в самолет, как говорится. Потом переводы шли, и вот заключительный перевод от Николая и Яны, он как бы вот окончательно позволил нам все вместе тронуться в путь. Наш отряд вылетает в Читу. В Чите мы планируем в 12 часов, в полдень. Прилетаем мы по расписанию в 7 утра. В полдень в Чите на площади Труда мы уже вот нашим маленьким отрядом выйдем на ту самую площадь, где выступал Александр Габышев, где он первый раз выступал публично перед большим собранием народа. Собранием, о котором он говорил. Народное собрание – это закон. С тем самым лозунгом впервые его озвучил тогда: народовластие – это закон. И там, где он сказал, заключительно последние слова его были во время выступления на митинге: «Живите свободно». Вот в этом самом месте в полдень 7 ноября мы появимся с нашим отрядом. Костюм Деда Мороза будет при нас, но и плакат за возвращение свободы в Россию тоже будет при нас. Вы понимаете, что это движение, и оно вновь стартует, по большому счету, с того самого места, откуда стартовал в июле, 12 июля этого года отряд шамана-воина Александра Габышева. Таким образом, ваша поддержка помогает нам выдвинуться. От вашей поддержки, конечно, будет зависеть и дальнейшее наше продвижение. Александра и Дмитрий пока планируют добраться до Улан-Удэ. Сергей Тихий добраться до Новосибирска. Мы с Игорем пока планируем до Москвы. Нас там, кстати, уже ждут. И даже предлагают место, где мы сможем там поселиться. То есть, и даже Новый год встретить, где мы сможем. То есть в Москве нам ждут, но до Москвы еще много-много городов. Поэтому я вот обращаюсь к тем в городах. Смотрите, по пути будут Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, это точно, Новосибирск. Там Омск и Тюмень, и дальше может быть Екатеринбург, Челябинск, и там дальше, видите, Европа, и там уже могут быть разные маршруты. Нас просят поддержать и в ШС, то есть в Архангельскую, в направлении Архангельска, да. Просят в Махачкалу, то есть совершенно в противоположном направлении выдвинуться. Там могут быть разные маршруты. Но все будет зависеть от того, где нас ждут, и где нашему отряду уже маленькому такому будет, мы, видимо, с Игорем, Дед Мороз и Игорь, скажем так, где нас ждут и где нам помогут. Вот так будет зависеть, видимо, маршрут. Поскольку со мной будет костюм Деда Мороза, и дело идет потихоньку к Новому году, если где-то кто-то будет ждать и с новогодними поздравлениями, чисто Деда Морозовскими, то я, конечно, приму участие в каком-то мероприятии. Ну а по сути-то это просто вот то самое движение отряда, который вновь, то есть оно не закончилось с захватом шамана, оно не закончилось с его здесь в Якутске уголовным делом. Александр, здесь будет находиться, потому что против него по-прежнему расследуется уголовное дело. Он будет находиться в Якутске, еще неизвестно сколько времени.
Ну а мы это его движение практически продолжаем. С ним лично, его личные наставления я получил. Я получил. Это было в ту ночь, когда он, честно говоря, готовился к своему последнему и смертельному бою. В эту ночь он передал мне свои наставления, каким быть, как поступать. Я их помню, я их не забыл. Ну а идея, она не только вместе с нами идет по России. Вы, наверное, сами знаете, что различные протестные акции проходят в разных городах России. Буквально и одиночные, и от одного человека, и коллективные. То есть протестное движение, оно расширяется. Осознание приходит. Вот, кстати, мне прислали любопытную такую философский текст такой, очень короткий, я его зачитаю. Что такое свободные люди? Прислал мне его зритель с ником «Свободная планета». Вот «Свободная планета» – это человек какой-то конкретный. Он пишет так. Свободные люди – это те, кто принял идею освобождения сознания от деструктивных программ и информационных вирусов. Это тот, кто делает новые шаги в направлении свободы, используя знания законов мироздания в сотрудничестве со всеми формами жизни на нашей планете, которая является нашим домом. Он так философски, планетарно, вселенски рассуждает о свободе. Ну, философски правильно. Жизнь на нашей планете во многом зависит сейчас от человека, от социума. Судьба нашей цивилизации зависит от нас. И стремление вот к свободе – это теперь не столько стремление к благам материальным, это стремление к другому образу жизни, к другим взаимоотношениям, совершенно к другому отношению человека к человеку. Недаром, когда Ник и Аня помогали Дмитрию и Александру, они написали вот эти слова: мир, любовь и солидарность. Вот примерно как формулируется идеология новой цивилизации. Мир, любовь и солидарность. Вот примерно такими словами. И вот это и есть основное содержание, может быть, свободы. Свобода. Что есть свобода теперь для всего человечества? Это стремление к миру, любви и солидарности. Вот так конкретно. Вы помогли нам конкретно. Мы выдвигаемся к конкретному городу, к конкретному месту, чтобы двигаться потом дальше и дальше на запад.